Международный день защиты детей юные сыктывкарцы отметили необычным образом. Малышня тушила огонь, училась оказывать первую медицинскую помощь, а еще узнала правила поведения на воде. Виновникам торжества решили напомнить, что лето – это не только пора долгожданных каникул, но еще и очень опасный период. Почему, знает Павел Королев. Конечно, летние каникулы – это большая радость для детей, но горячая пора для медиков-спасателей. Большинство ребят в это время предоставлены сами себе. Растет количество несчастных случаев, больше пожаров, порой из-за детской шалости со спичками. И хотя каждому ребенку и не раз говорили, что спички детям не игрушка, запретный плод, как все мы знаем, сладок. А потому всегда будет процент ребят, которые пренебрегают правилам безопасности. Вот почему важно научить детей правильному обращению с огнем или огнетушителем. Им, к слову, даже не все взрослые знают, как воспользоваться, а в экстремальной ситуации и вовсе можно растеряться. Отдельное внимание правилам поведения на воде. За последние 5 лет в Коми погиб 131 ребенок, 41 утонул. И, конечно, чем жарче на улице, тем больше дети стремятся к реке, порой без родителей. А потому сегодня спасатели решили еще раз показать ребятам, почему не стоит попросту рисковать своей жизнью. На этой станции расположены сотрудники ГИМС, которые покажут, как себя вести на воде, прибрежных объектах, потому что это сейчас очень актуально. Теплая погода, дети обязательно захотят купаться. Нужно знать, где делать и как это делать, чтобы сохранить свое здоровье и жизнь. Такие дни открытых дверей огнеборцы проводят регулярно. Основная цель не только напомнить ребятам о правилах безопасности, тем более в такой день, но еще и познакомить их с нелегкой, но такой важной работой спасателя. Мы традиционно проводим такие мероприятия для детей сотрудников МЧС, для ближайших домов. Люди подходят, приводят детей, смотрят, как работают их родители, как работают пожарно-спасательные расчеты, какие есть на вооружении стоят перспективные средства обнаружения, ликвидации чрезвычайных ситуаций, тушения пожаров. А это уже спортивная часть праздника. В рамках республиканского соревнования «Школа безопасности» ребята учатся вести себя в экстремальных ситуациях и помогать ближнему. Перенести на носилках пострадавшего, на скорость надеть боевку и ловко орудовать пожарным рукавом. Программа соревнований насыщенная. Сегодня они стартуют у нас комбинированную пожарную эстафету. Дальше у них есть поисково-спасательные работы в природной среде, поисково-спасательные работы на акватории, поисково-спасательные работы при техногенной катастрофе также у нас присутствуют. Ну и этапы на силовой показатель, кросс и КСУ, и визитная карточка команды. Интересно, что накануне Дня защиты детей свой профессиональный праздник отметили и подразделения МВД по делам несовершеннолетних. Так артисты театра драмы имени Виктора Савина разыграли спектакль «Читку» для подопечных Центра временного содержания детей-правонарушителей и гостей учреждения, воспитанников детдома имени Католикова. Основной посыл пьесы «Обнимательная машина» – каждый нуждается во взаимопонимании и любви. Мы никогда не должны забывать о том, что наши дети нуждаются в ежедневной защите. В защите на просторах интернета, в защите в ежедневной какой-то жизни нашей, в обыденной. И, конечно, в защите, которая может представить культурная часть целого пласта нашей страны. В Центры временного содержания помещают детей по решению суда. Причина тому – общественно опасные деяния. А это кража, легкое причинение вреда здоровью, повреждение чужого имущества, порой грабеж и разбой. В Центры временного содержания помещаются дети со всей республики Коми. Это не обязательно дети, которые совершили общественно опасное деяние только на территории города Сыктывкара. Это и Воркута, и Печора, и Нта, Ухта, то есть все территории, которые представлена именно республика Коми. Сейчас здесь находятся 4 подопечных. Задача специалистов – направить ребят, что называется, на путь истинный, чтобы не допустить повторных правонарушений и тем самым защитить детей от неправильных поступков, которые серьезно могут повлиять на их жизнь. Павел Королев, Виктория Денисова, Олег Костромин, Дмитрий Булаев, Павел Люлянмин, телеканал Юрган.